Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Соединенных Штатах Америки 20 октября ушел из жизни турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. При жизни его называли вторым по влиятельности человеком в Турции после президента Эрдогана. Гюлен являлся основателем движения «Хизмет», которое спонсировало больше 1000 учебных центров по всему миру, в том числе в Туркменистане. Однако Эрдоган, зачищая политический ландшафт от оппонентов, добрался и до религиозного лидера, являвшегося некогда его союзником. Дружественный режим Туркменистана в начале десятых ликвидировал гюленовские школы, а выпускников начал преследовать. На родине же деятеля обвинили в организации военного переворота и попытках создать параллельное государство. Фетхуллаху Гюлену было 83 года, и сегодня мы рассказываем о его жизни и о том, какие зерна Гюлен успел посеять в Туркменистане, как и почему их затоптали. Фетхуллах Гюлен родился в 1941 году, по другим данным, в 1938. Место рождения – село Куруджук, провинции Эрзурум. Мальчик пошел по стопам отца и мамы, изучал арабский язык, религиозные и гуманитарные тексты, общался с гостившими у семьи богословами. Свою первую проповедь он прочитал в возрасте 14 лет. В 1959 году Гюлен получил лицензию имама хатыба и стал служить в разных мечетях Турции. С конца 60-х начал преподавательскую и просветительскую деятельность при частной Коранической гимназии. Его предметом было не богословие, а скорее вопросы морали и этики в исламском контексте. Модель гимназии, ее работа с сообществом и меценатами стала прообразом школ движения «Хизмет». Движение, название которого буквально переводится как «служение», появилось примерно в эти годы. В 1980-м военные захватили власть в Турции и начали гонения на священнослужителей. Гюлен ушел в отставку с должности имама, а в 86-м сдался властям. Но его оправдали, затем власть вновь перешла к гражданским, а влияние Гюлена как мыслителя и общественного деятеля стало возрастать. Он активно налаживал межрелигиозные связи, поддерживал образовательные реформы, возглавил фонд журналистов и писателей в Стамбуле. Среди идей Гюлена и Хизмет важное место занимает пантюркизм, доктрина о величии Турции и необходимости сплотить вокруг нее все тюркские нации. Пантюркизм десятилетиями объединял деятеля с Эрдоганом, который называл Гюлена не иначе как хаджа, то есть учитель. Гюлен осуждал радикальные исламистские группировки, говоря, что мусульманин не может быть террористом, а террорист – мусульманином. Этими словами он отреагировал на атаку на США 11 сентября 2001 года, тогда турецкий деятель уже жил в США. В 1999-м он приехал туда на лечение и больше не смог вернуться на родину. В Турции в 2000-м над ним провели заочный судебный процесс по обвинению в стремлении заменить светский строй режимом шариата. Партия Эрдогана сотрудничала с Хизмет ради правительственных выборов еще в течение нескольких лет, но напряжение нарастало. Начиная с десятых, Эрдоган стал всерьез опасаться движения, созданного его учителем. Последовали уголовные дела против участников Хизмет, а в 2016 году его связали с попыткой госпереворота и объявили террористической организацией. Идеи Гюлена встречали как поддержку, так и сопротивление деятелей разного масштаба. Но совсем другое дело привить эти идеи с детства, воспитать целые поколения просвещенных, терпимых и при этом лояльных Турции людей. Модель гюленовских школ, выросшая из образа гимназии, где он работал в 60-х, постепенно развивалась и распространялась в Турции, а с 90-х, что называется, пошла на экспорт. Тюркская Центральная Азия, конечно, была особенно важна. Гюленовские образовательные учреждения начали появляться там сразу после распада СССР. На территории СНГ их связывали с движением Нурджулар, которое имело близкое к Хизмет происхождение, но было более религиозно ориентированным. В Туркменистане к концу 2010-х каждый вилаят мог похвастать не одной турецкой школой, лицеем или учебным центром. Несомненное преимущество школ – высокое качество обучения и современные стандарты в естественных и гуманитарных дисциплинах с упором на английский язык.
Одновременно с этим с учениками, преимущественно мальчиками, ведут идеологическую работу, вводят в традицию светского ислама. Обучают турецкому языку и идеям пантюркизма, готовят к получению образования в турецких вузах, а позднее работе на значимых должностях. Сам Гюлен утверждал, что не имел влияния на школы или какой-то выгоды от них, а просто поощрял идею. Школы функционируют на средства меценатов в разных странах и городах. Тем не менее, выпускники этих школ, очевидно, формируют прочное сообщество. Самые одаренные после школы учились в вузах и получали ученые степени в Анкаре. А затем через протекцию, а иногда и взятки со стороны уже состоявшихся коллег, строили карьеры в академиях, правительствах, госучреждениях. Выпускники гюленовских учреждений постепенно проникали всюду. В Туркменистане эти учреждения восполнили недостаток собственного качественного образования, а на высокие посты в миграционной службе, службе по контролю за наркотиками, Минобороны, МНБ, МВД, там, где этот недостаток особенно ощущается, охотно брали гюленистов, прошедших все ступени обучения и в том числе турецкие вузы. Не все бывшие студенты гюленовской системы стремились вернуться на родину или служить Турции. Получив доступ к внешнему миру, многие уезжали в западные страны. Некоторые из них открыто утверждали, что проталкивать на высокие посты своих – целенаправленная политика последователей Гюлена, а не просто товарищеская поддержка. Из-за подобных примеров некоторые аналитики считают не такими уж праздными домыслы о политических амбициях и параллельном государстве Гюлена. Дружественный Эрдогану режим Берды Мухамедова-старшего начал избавляться от турецких школ в 2011 году и закончил к 2014. Некоторые считают это не просто жестом, а прямым исполнением заказа Эрдогана. Настоящая же чистка началась после 2016 года. В июле группа военных в Турции захватила ряд стратегических объектов и попыталась захватить власть. Эрдоган ее удержал и быстро установил, что якобы организаторами переворота были Фетхуллах Гюлен и его последователи. В самой Турции уволили десятки тысяч человек. От высокопоставленных чиновников до обычных госслужащих подвергли суду тысячи людей. В феврале 2017 года в Ашхабаде провели закрытый суд над 18 бывшими выпускниками турецких учебных заведений. Родственники рассказывали, что во время следствия к обвиняемым применяли весь набор запрещенных методов: угрозы, издевательства, психологические и физические пытки, в том числе электротоком. Никакие показания, данные под этим давлением, не помогли кому-либо из них освободиться. По обвинению в разжигании национальной и религиозной вражды и финансировании преступной деятельности, половина осужденных получила наказание в 12 лет лишения свободы, а другая половина – в 25. Рабочая группа ООН признала лишение их свободы произвольным. Как минимум двое из этой группы скончались в тюрьмах при невыясненных обстоятельствах. Из тюрьмы Овадан-Депе поступали новости о тяжелом состоянии еще одного узника. Осужденные до ареста жили в разных регионах и вели разную деятельность: безработные, преподаватели математики, географии и английского, предприниматели. Хотя в приговоре не упоминалось имя Фетхуллаха Гюлена, объединяющий фактор и связь с турецкими событиями были очевидны. По схожему принципу в Туркменистане задержали еще десятки людей. Еще больше было тех, кто столкнулся с более мягкими формами давления. Бывших выпускников таскали на допросы, увольняли, лишали возможности вернуться на работу по специальности. Образовательная сфера потеряла из-за этого многих талантливых педагогов, завучей, директоров школ, которых уважали за равнодушие к взяткам и внимательное отношение к ученикам. Однако бросилось в глаза еще одно обстоятельство, которое объединяло преследуемых гюленистов в Туркменистане. Некоторые из них переходили дорогу конкурентам, бизнесменам из клана Берды Мухамедовых. Это, к примеру, Давлет Атаев, владевший супермаркетом А-маркет, Ресул Атагельдыев, владелец развлекательного центра Мердем, Мухтар Сеидов, собственник банкетных залов Бактыерлык и Бахар, а также предприниматель Шатлык Егмуров. Политические статьи и предлоги не впервые стали подспорьем для устранения деловых оппонентов. Наследие Фетхуллаха Гюлена и связанных с ним организаций противоречиво.
Очевидно, что далеко не всем распространяемые ими идеи сулили защиту прав и процветание, однако, несомненно одно. Гюлен был лидером и мыслителем, который не просто декларировал величие близких ему концептов, но и активно работал над созданием этого величия через человеческий и интеллектуальный капитал, критически важный ресурс для современных государств. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.